Сегодня, когда все меньше остается веры и надежды на государство, когда проблемы выживания встают как никогда остро, все больше предприимчивых людей обращают свои взоры за кордон, и не только в целях перемены места жительства, но и с целью выхода на внешнеэкономический рынок, торгуя и создавая совместные предприятия. Есть подобные примеры и в нашем городе шахтерской мечты – Нерюнгри. Но если верить пустым прилавкам наших родных до боли магазинов, дела доморощенных бизнесменов движутся не совсем уверенно. И есть, наверное, этому объективное объяснение – отсутствие нужных законов, полная некомпетентность в вопросах цивилизованного бизнеса, отсутствие информации. Короче, проблемы есть. Наверное, это явилось главной причиной приезда к нам столь представительной команды на уровне Министерства внешнеэкономических связей Союза. Ну что ж, как говорится, дай Бог. Ценовая информация, которая является основной из интересующих банков информационных в этом объеме, система создана. У нас где-то 600 на сегодняшний день или 700 тысяч позиций ценовых уже накоплены в Информбезе, в этом ценовом банке. Так что ценовую информацию там можно получать. Ну, естественно, тут можно долго и, так сказать, рассуждать по этой ценовой координации. Тут вопрос ответственности и так далее. Исходите из того, что все равно вы будете отвечать за цену. Правильно вы определить, неправильно. Цены как таковой на конкретный товар, она бывает на данный момент и определяется текущими факторами. Но базовую цену конкуренции, так сказать, какой-то прошлый период, в зависимости от товара, вы можете получить. В этом же Информбезе. Так что я попытался, не знаю, как вы это дело воспринимаете, тот тезис, о котором Олег Дмитриевич сказал, работайте через специалистов, он его сузил до специалистов МВСовских, я категорически это поддерживаю. И не потому, что мы хотим себе эту взять работу, потому что все равно эти объединения уже ушли практически от нас. Они такие же акционерные общества. Но потому, что они акционерные общества стали, они становятся или должны стать в ближайшее время более подвижными, мобильными, не теми, с которыми кто-то из вас, может быть, сталкивался, и поэтому охоту, с ними продолжать работу потерял. Это организации, которые сейчас имеют возможность создавать и фонды свои, и получать, и заинтересовывать свои коллективы. То есть они сейчас тоже ищут работу так же, как и вы. Только в отличие, скажем, от вас, они, может быть, этот товар знают меньше, конкретный, но они знают значительно больше рынки, маркетинг, условия. Это организация, которая, если и будет продавать, то продаст по максимальным ценам. Значит, случай демпинговых или каких-то там ошибок в ценах, это в нашей системе, это ЧП просто. За это раньше увольняли или и так далее, и так далее. Это для контрольно-ревизионного управления случай. То есть это подконтрольные все органы. В этом смысле попробуйте как-то себя сориентировать и мышление свое попробовать, и заняться тем, чтобы, я уже повторяю эту фразу, чтобы колодец копать самим, а ведро пусть с этой водой вытащит тот, кто, может это сделать лучше. И тогда, может быть, мы не будем друг у друга делить, тоже сырьевой пирог и конкурировать по ценам внутри Союза. И не допускать случая, о котором Олег Дмитриевич сказал. Это же просто уникальный был случай. Мы продали эти минеральные удобрения, а купили их по цене больше, чем мы их продали. Причем все посредники, а их там 4 было, на Западе, они получили при этом прибыль. То есть продали в 2 раза дешевле фактически, что дало возможность из этой второй половины перепродать по фирмам, всем посредникам, а потом в итоге мы же и купили это. По цене больше, чем мы продали. Сегодня нам любезно согласился ответить на несколько вопросов замминистра внешнеэкономических связей Советского Союза Давыдов Олег Дмитриевич. Олег Дмитриевич, для начала небольшая справка. Вы как давно работаете в этом министерстве? В этом министерстве я работаю уже 25 лет. В этой должности? В этой должности 5 лет. Наверное, вы поняли, почему я задал этот вопрос, потому что старая команда этого министерства довольно много сделала не совсем хорошего для развития, нашей страны. А теперь следующий вопрос. Какова цель вашего приезда в наш богом забытый край?
Сейчас существует программа дальнейшего реформирования внешнеэкономических связей, которая предусматривает передачу все больше и больших прав республикам во внешнеэкономических связях. Основным субъектом и экономики, и внешних экономических связей являются предприятия, и контрольные функции за деятельностью предприятий, видимо, будут нести, так сказать, республиканские власти. Очень приятно было узнать, что здесь, в Якутии, создан Государственный комитет по внешним экономическим связям. Мы установили контакты с этим Государственным комитетом и, значит, налаживаем сейчас работу. Поэтому семинар преследовал, будем говорить, познавательные цели, иметь встречи с представителями различных организаций, ассоциаций, внешнеторговых фирм, с тем, чтобы, так сказать, во-первых, ответить на их вопросы, во-вторых, так сказать, обменяться мнением по тем или иным законодательным актам. Может быть, что-то в них не все удовлетворяет, так сказать, может быть, не все отвечает современным требованиям, с тем, чтобы иметь обратную связь и соответствующим образом реагировать. Мы, кроме того, посетили еще Мирный, и я хотел бы выразить благодарность городским властям, и в первую очередь Леониду Афанасьевичу, за предоставленную нам возможность посетить ваш прекрасный город и иметь здесь сегодня интересную беседу с представителями различных организаций, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. Олег Дмитриевич, в последнее время у нас многие вдарились в это, так сказать, направление внешнеэкономическое. Как успешно они развиваются? Я даже знаю, что у нас в городе создаются, отмирают, опять создаются вот эти предпринимательства. Может быть, просто не подготовлена законодательная база для этого? Я согласен с вами, что не все еще в законодательной базе отработано по внешним экономическим связям. Но в то же время я должен сказать, что работать на внешнем рынке – это работать в условиях реально существующего рынка. Работать в жесткой конкуренции с большинством ведущих компаний Запада. На этих рынках существует сильная конкуренция. И чтобы добиться успеха, безусловно, прежде всего нужно иметь опыт и квалифицированных кадров. Последний вопрос. Является ли ваше министерство монополистом во внешнеэкономических связях? Сегодня можно сказать, что нет. Наш объем по товарообороту, внешнему товарообороту составляет около 50%. Все остальное уже осуществляется самостоятельно, осуществляется предприятиями, министерствами, организациями и республиками. Предусматривается дальнейшее снижение участия нашего министерства в оперативной работе. Имеется решение правительства о передаче всех наших объединений, их у нас 25, так сказать, по преобразованию их в независимых акционерные общества, которые будут работать на договорной основе с продуцентами. Спасибо за информацию.